рок-музыкант играет 3 ноты для 3000 человек. Саксофоном на мамонте. Куда? Первый рекорд Гиннесса в Якутии был поставлен именно на джазовом фестивале «Тонг Джаз». Джаз нужно не слушать, а чувствовать. Первая запись, которая вообще вышла в эфир на якутском радио, это как раз-таки состав был джазового оркестра. И снова пионер. Творческие люди. Якутяне о культуре. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и это подкаст «Творческие люди». Национальная библиотека Якутии продолжает приглашать интересных личностей со всей республики, и сегодня у нас в гостях пианист, продюсер джазовых фестивалей и руководитель оркестра Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых Егор Ефимов. Егор, здравствуй. Здравствуйте. Сразу давай бросимся в бой. Мне интересно, мы хотим тебя, во-первых, поздравить с успешным, буквально фееричным выступлением и организацией фестиваля «Тонг Джаз 2026». И скажи мне, все любители джазовой музыки 14 февраля, в День книгодарения, в том числе для библиотекарей праздник, успели заценить ту уникальную атмосферу, которая царила в цирке. Скажи, насколько это событие было важным для мира джаза? Ну, в первую очередь, благодарю вас за то, что пригласили на подкаст. Спасибо за поздравления, потому что это проделана очень огромная работа. Не только моя, но и других людей, да, творческих. Не буду всех сейчас называть, очень много народу приняло участие. Вот. Насколько важно для мира джаза? Очень сложный вопрос. Я так вот прям однозначно сказать, наверное, не могу. Но насколько важно это для меня и для джаза Якутии, для джаза России, я могу немножко какую-то такую информацию дать, прокомментировать. Вот. Самое главное, что произошло на этом фестивале, на мой взгляд, опять-таки, как составителя программы, так скажем, вот, это, конечно, то, что мы собрали сборную джаза Дальнего Востока. Вот. Конечно, разные коллективы, то есть, собирались в разные годы. Это 100%, я даже не уточнял эту информацию, из каких городов кто где с кем играл и так далее. Но так, чтобы именно вот с такой подачей, то, что вот Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург, и чтобы Якутск был в этой всей связке, то есть это уже расширение такой географии джаза, И вообще, на самом деле, вот Дальний Восток — это очень огромный регион, это, то есть там влезает, можно сказать... Несколько Франции, несколько Польши. Разных стран по территории, но по количеству, конечно, проживающих людей, это все понятно, Вот, то есть, что я хочу сказать, то, что вот впервые произошла такая коллаборация, вот, и она была построена исключительно на дружеских, на таких вот товарищеских и, как сказать, на таких вот очень теплых отношениях, на чем и должно, на мой взгляд, строиться вообще искусство джазовое, вот так вот. Да, любое искусство, наверное. И любое искусство, но для меня, как каждый хвалит свое болото, джазовое искусство именно вот на таком вот и держится, потому что без любви, так скажем, такие вещи очень сложно сделать, без взаимного понимания и так далее. Вот. Это в первую очередь то, что мы собрали такую мощную команду, и в техническом плане, то есть это музыканты сверх уровня, для меня, по крайней мере. Вот, и нет, наверное, сейчас как раз-таки не надо быть скромным, надо как-то это все. Время рыночной экономики и социальных сетей, вот именно. Вот, и вообще в России, это то есть такие вот, допустим, музыканты, Антон Березняк, из Хабаровска, он вообще ездит по всей стране с иностранными джазменами. Он был на фестивале? Антон Березняк? Да. В смысле, на этом? Да, он, то есть это ударник. Вот я слышу, я же был сам на фестивале, я слышу. Да, вот это барабанщик, которому заказывают даже из Америки запись
ударных партий, да, чтобы им там записать в альбомы там, и так далее. Возможно, я не спрашивал, как-то это, не уточнялся, но, возможно, он там где-то в Грэмми там звучит, может быть, да, такое. Ну, то есть такого уровня. Музыкант. Иван Самарин сейчас, получается, ведущий бас-гитарист на Дальнем Востоке, это однозначно, потому что я поездил, поиграл с разными музыкантами, и, ну, мы нашли общий язык. Это из Владивостока, получается, музыкант. Вот. И, ну, то есть, это уже говорит о чем-то, да, то есть, то, что вообще, я считаю бас-гитару одним из таких вот технических и вообще, ну, очень сложных инструментов, и относительно он молодой инструмент, то есть, там, ему сколько лет, 70, может, всего, да? По сравнению с другими музыкальными инструментами, да. Скрипками, да, там есть уже такая академическая школа, серьезная, да, то есть, а тут уже такое. И как бы каждый бас-гитарист — это новатор, можно так сказать. Да. И он в своем смысле тоже новатор. И вообще гениальный музыкант, так вот скажу. Ну и гениальный человек, да, то есть интересный очень человек. Вот. Алексей Колобов приехал, да, это наш друг, товарищ. Мы с ним познакомились на предыдущем том-джазе, который тоже организовывал я совместно со всеми. А когда был предыдущий? Напомните наш. В 2024 году. Это был самый крупный фестиваль в истории Земли Оламхот, 3 дня. Ну, к нему, может, позже вернемся, да. Вот Алексей Колобов, да, мы с ним впоследствии ездили с проектами «Саха-джаз», Валентин Романович Искырь, он участник этого проекта, то есть он играл якутскую музыку джазовую, да. Мы записали, получается, ну, не с ним, в Петербурге мы... Помните, такие пластинки были, «Мелодия»? Да, конечно. Да, в этой студии, сейчас она называется... Мне кажется, на даче у каждого гражданина лежит как минимум несколько мелодий. И вот сейчас эта студия называется Петербургская студия грамзаписи. И вот мы там записали альбом наш, который называли «Саха-джаз», да, «Чискыр» и «Саха-джаз». Вот, туда вошли разные композиции. Вот, и после этого мы полетели, получается, в Владивосток, хотя на самом деле из Якутска можно было бы сначала в Владивостоке побывать, да, концерты дать, а потом полететь в Петербург. В общем, у нас логистика такая была. Ну, был план какой-то просто, да, следование? Ну, это у нас планы, да, как бы, как в джазе, так немножко импровизационно. Я вот тоже хотел спросить, да. Как бы мы прицеливаемся, а потом как получается, это уже как бы сам... И выстреливает, тем не менее. И всегда выстреливает пока что. То есть он там, вот в Владивостоке, такой вот условный, так скажем, Игорь Бутман, джаз-босс. Да, Луи Армстронг. Да. То есть в России Игорь Бутман, по миру у нас Херби Хэнкок, да, сейчас, да, получается, который выступает в Генассамблее ООН, да, продвигает вот вообще джазовое искусство и так далее. Вот, а в Приморье у нас вот Алексей Колобов, но он переехал недавно в Петербург, поэтому мы билеты брали ему для этого фестиваля. Из Санкт-Петербурга он прилетел. Вот, и сейчас он уже там за несколько месяцев стал одним из таких ведущих петербургских. То есть наша дальневосточная сцена, да, она ничем не хуже федеральной, так скажем, да, московской. Там, ни по качеству, ни по количеству, да? Даже местами даже лучше, я так считаю, да, потому что поиграв с разными там и так далее, да, музыкантами, не хочу никого там обижать там, и так далее, да. Мне, допустим, ближе все-таки наши дальневосточные ребята, как-то душевнее, больше взаимопонимания, да, и из-за этого больше джаза получается. Как бы потому что джаз — это же душа, да, это же такой характер. Вот из чего вот происходит. А когда ты в этой большой конкуренции, допустим, в Москве, там это, да, там что-то не то сыграл, это какой-то там... Уже не музыка, не начинаются какие-то интриги, да? Да, интриги там и так далее. В джазе, мне кажется, этого не должно быть этого. В джазе этого не должно быть. Не, ну, в больших городах, там, в Нью-Йорке, там и так далее, да, наверное, должно быть. Может быть, там у них такая структура этого всего, да, как бы более такая... конкурентная и так далее. Но нам, людям, такое грубое слово «провинция», да, из провинции. Глубинка, да. Да, из глубинки, наверное, так будет, душевнее будет. Да, из глубинки как бы больше такой вот именно формат подходит, который вот, когда ты реально находишь взаимопонимание с музыкантами. И вот такой вот у нас вот саксофонист приехал и мощно выступил, и на фортепиано играл я, ваш покорный слуга, так скажем, да. Вокал исполнила Юлия Кан, это моя супруга. Вот, то есть мы с ней уже выступали во Владивостоке, вот как раз-таки вот, пробовали
разные форматы, разные композиции, разные программы, разных музыкантов, так скажем. В Хабаровске у нас был замечательный концерт в прошлом году, летом. Это, ну, просто была магия какая-то. Если во Это Владивостоке- тоже какой-то фестиваль был? Нет, это мы сами поехали. Во время отпуска Мгм. договорились с бизнесом Хабаровским. Турне небольшое С такое. хабаровским бизнесом Мгм. замечательно нас встретили, просто как суперзвезд. Мы там жили в тех же отелях. где- Там ценят джаз. Да, там у них вообще Хабаровск, я считаю, это центром джаза Дальнего Востока. И не только я это так У них считаю. много джазовых исполнителей, джазовых клубов. У да? них каждый день джазовые вечера происходят, да. Ну, джем-сейшн, допустим, у них раз в месяц, а во Владивостоке джем-сейшн 4 раза в неделю. Да, А, то да. есть в месяц это получается 16 раз, да, по сути. Мгм. Вот. Чуть поменьше концертов. Ну, то есть разная такая история. Это как бы такая... Мгм. Локальная, да? Да. У нас немножко уже по-другому. То есть раньше, может быть, совсем не было в какой-то момент, да. Сейчас у нас уже своя какая-то другая история, Мгм. да. Наверное, многие зрители, как и я, задаются вопросом, с какой регулярностью проходит тон джаз, потому что я пытался отследить, когда проходит, есть ли какая-то, может быть, прогрессия, может быть, вы поделитесь с нами? Вообще, джазовые фестивали у нас проводятся с 96-го года. Назывался тогда такой детский фестиваль, да, детская школа искусств организовывал тогда Владимир Пономаренко, это наш гениальнейший пианист. К сожалению, его уже нет с нами. Вот, с 96 по 2006 год он проводил осенний джаз без какой-либо поддержки, вообще просто... Энтузиазм. Да, на сплошной. на энтузиазме, на базе детской школы искусств, да. Вот. А потом это все начало перерождаться, масштабироваться в нечто большее, да. И идея эта возникла, конечно же, у Сергея Васильевича Расторгуева, директора нашего якутского цирка. Вот. Он очень много с кем знаком, с музыкантами по стране и по миру, можно даже сказать, да. И тогда руководителем оркестра цирка, когда был у нас побольше оркестр такой, да, состав биг-бенда, Мгм. такой вот термин есть, да, ну, джазовый оркестр, по сути, был. Вот, когда набрали, по сути, детей, да, подростков, сейчас это уже взрослые люди, они тоже по разным местам, и они лидеры в своих сферах, то есть, я имею в виду, и музыкальных в том числе. Вот, биг-бенд, получается, Андриан Егоров был у нас Мгм. руководителем, да, к сожалению, тоже его нет с нами. Вообще, этот человек для меня очень близко, он вообще мне, по сути, заменил отца. Наставником, Вот. можете Да, назвать. наставником был, да. И, в общем, тогда они в 2006 году Сергей Васильевич с Игорем Захаровым, это рекордсмен Гиннесса, он больше 100 часов играл на ударных Мгм. инструментах. Вот, они привезли тогда уральский диксилент, по-моему. Кого привезли? Уральский диксилент — это такой оркестр, Ага. получается, как бы типа диксилент — это вообще такая уличная джазовая музыка, как в Новом Орлеане вот так вот шагают, играют, да. Но это больше такая уже все равно сценическая, наверное, история. Меня тогда не было. Я тогда вообще 6 класс только был, да, и как бы учился в высшей школе музыки тогда. Еще я как бы просто На фортепиано. на фортепиано, да. Вот. И я просто по рассказам как бы знаю эту историю, по тому, что рассказывал мне Андриан и что сейчас рассказывает мне Сергей Васильевич. Вот. И они решили придумать такой вот масштабный международный проект, да, именно джазовый, вот с этими музыкантами. Пригласили вообще мэтров советского джаза, это типа Анатолий Аширович Кроу, да, был Игорь Бриль, да, со своими сыновьями, братьями Бриль, саксофонистами. Игорь Бриль — это пианист, ну, то есть одни из основателей вообще советской школы, вот все вот эти вот фильмы «Мы из джаза», там, и так далее. Это вот эти авторы, то есть, которые популяризировали вообще... Корифеи, да, которые до сих пор делают. Да, вот. И они вот вместе вот создали вот такое вот событие и думали, как назвать его. Вот откуда название, да, пришло. Мгм. Что-то джаз, ну, то есть какое-то слово, да, дефис джаз надо вот Ага. так вот, как-то вот так вот придумать, да, типа, это Игорь Захаров, видимо, так предложил Сергею Васильевичу и спросил у него, какие якутские слова есть у вас там, да, и он там начал перебирать, типа, холодно, да, то, что у нас славится вечная мерзлота, то, что, ну, и так далее, да, то, что у нас туманы, там, да, и он начал перебирать тымны, учу, там, вот такие вот слова, Ага. да. И потом вдруг сказал «тон», говорит, он такой «стоп, тон, звучит классно, типа, а что это значит?» Это типа, мерзлый, типа.
мерзлый джаз, замороженный. Да. Чуть ли не отмороженный. Да? Но и тон звучит еще и музыкально. Тон, да, и потом, музыкальный термин, тон, тональность, да, интонация и так далее. Да? Очень удачно. И плюс он же ударник, да, и он говорит, тон звучит как будто Кстати, да. удар по барабану, да. И все, и типа очень удачное название, и как корабль назовешь, так он и поплывет, да. И поплыл он хорошо. Да, и поплыл он на самом деле хорошо. Конечно, были шторма, так скажем, да, был и штиль, да. Вот. Штиль у нас был 10 лет, да, перерыв. Он С проводился, 14 по 24. да, он проводился, получается, по сути, каждые 2 года, потом каждые 3, по-моему, типа, да. Последний, получается, до Возрождения, да, в 2024 году. Последний проводился в 2014 году. Тогда я уже третий год уже был артистом оркестра государственной цифры под руководством цирка под руководством Андриана Егорова. Вот. И тогда у нас был фестиваль, ну, без привоза артистов, получается. То есть из России, то есть уже не говоря уже о том, чтобы из-за рубежа кого-то привезти. И как-то это все потихоньку превратилось в такое наша работа внутри, вот именно внутренняя такая, да, с Андрианом, превратились в такой более интимный формат, то есть камерный, да, камерный, да, то есть небольшие там трио, квартеты, квинтеты, максимум там может быть секстеты, септеты, да. Вот, то есть все это так вот сужалось, и как-то, может быть, в его творчестве Андриану уже не хотелось что-то такое масштабное, тогда ему хотелось, может быть, больше глубины, да, в творчестве. Нам, конечно, молодым, амбициозным деятелям, так скажем, да, хочется, конечно, масштабирования и так далее, да. Вот благодаря гениальнейшему пианисту-организатору Алексею Ивановичу Черемизову, он вообще один из первопроходцев, он даже делал джазовые концерты на Чукотке, да, то есть он объездил всю страну с разными афроамериканскими, афро-французскими джаз-исполнителями. Да, джаз-исполнителями, да, он один из таких вот импортеров, да, так скажем, да, именно той настоящей, как бы, такой вот школы, да, западной, потому что это всегда слияние, как бы, школы, да. Я не говорю, что отечественная или там якутская, или там приморская какая-то школа, они просто разные, это просто разные вещи. Вот, но все равно интересно, конечно, всегда наблюдать другое. И вот он привез из Турции саму королеву турецкого джаза, которая там суперзвезда в джазе, Сибель Көсе, через да? Вот, то есть сюда, да, в Якутск. И она согласилась. Она согласилась, да. У них был тур по Сибири, получается, по Дальнему Востоку, и вообще Дальний Восток у них, по сути, получился за то, что в Якутске был концерт. Ну, я так считаю, может быть, он так не считает. Вот, и, короче, она приехала из Турции, вот поэтому у нас такой международный формат, то есть она по-русски не знает, там, и так далее, да, но по-турецки мы там с ней, то есть по-тюркски, так скажем, немножко поговорили, там, кюнь. Да, общие слова же есть. Общие слова, да, бир, киюс, и так далее, да. Вот, и как-то нашли общий язык. Ну, ценители, наверное, были в восторге, когда она выступала, они просто... Да, это был просто невероятный уровень, возвращаясь к вопросу, какое еще значение, да. Вот, ну вот то, что сборная джаза, да, как бы это такой выстрел. С какого года она существует? Сборная? Да. С этого, вот, с 14 февраля. Ага. И она, получается, в цирке дебют свой представила какой-то, как сборная. По сути, да. То есть мы выступали сначала с одним, потом с другим, потом с третьим, а потом решили их объединить именно здесь, у нас дома. Отлично. Как бы, да. И еще, то есть не во вторую очередь, а тоже в первую очередь, да, то, что на сцену фестиваля вышли молодые наши джазмены, да, которые, может быть, себя джазменами не считают. Вообще, даже я себя очень тяжело себя называю джазовым музыкантом, да и многие. Синдром вообще. самозванца, он, мне кажется, у всех, всем присущ. 90% крутейших там джазменов тоже то же самое. Они такие, да я что-то там играю чуть-чуть. Просто музыка. Даже сам Чарли Паркер там говорил, я играю не джаз, там музыку я играю. Он называл это музыкой. Как бы не особо привязываясь там, к каким-то терминам и так далее, к какому-то там, не знаю, Олимпу там или еще к чему-то, да. Вот, то, что наши молодые ребята, это в первую очередь это Александр Каплун, ему всего 18 лет.
И он за эти пару лет очень вырос, да, он, получается, ученик нашего дорогого тоже музыканта, гениальнейшего гитариста. Его многие знают у нас в Якутии, потому что он долгие годы и преподавал, в первую очередь, конечно, и выступал везде, да, и в ЗАГСе он еще играл, да, на гитаре. Вот когда вот молодожены там расписываются, да, он в ЗАГСе играл на гитаре. Это Владимир Охотников, вот, и его ученик вот, Александр Каплун, сейчас играет на бас-гитаре. В 14 он выступал, да? Да. А в какой группе? Да, это Jam Session, да, то есть блок джазового джема, и в первый номер он тоже играл. Все, я понял, Он там заменил нашего бас-гитариста, который был занят немножко другой. Я ему дал немножко другую роль в этом фестивале, закулисную, так скажем. Вот, и то есть это очень быстро он растет, он как музыкант, да, и в скором времени мы его, наверное, уже отправим туда. Покорять. Да, покорять, потому что здесь очень, конечно, все-таки по логистике, там, по разным причинам, да, и по бюджету, так скажем. Не всегда развернешься. Да, очень, очень сложно, и, конечно, население меньше, там, и так далее, да, но все равно, как бы, я же говорю, что мы упор делаем больше на душе, а не на количество. И для джаза, по-моему, это свойственно. То есть для джаза это часть его имманентного состояния. Если вспомнить, откуда джаз появился, они же изначально работали вот как раз на душу, на человека. Да, я вот сейчас вот скажу такую фразу, да, которая не говорит то, что там в рок-музыке или в популярной музыке там нет души, там, и так далее. Да. Есть душа, конечно, это как бы неоспоримый факт, да. А то, что вот, есть такая просто поговорка, то, что рок-музыкант играет 3 ноты для 3000 человек, да, а джазмен играет 3000 нот для 3 человек, да, типа, да. Есть такая. Интересно, я не слышал. Такая как бы поговорка, шуточка, да. Это на самом деле не совсем так, да, как бы, да, все равно мы и фестиваль 26-го года показал, и фестиваль 24-го года это показал, и наши фестивали другие, осенний джаз, который мы продолжаем, мы переняли эту эстафетную палочку у Владимира Пономаренко, и, то есть создали свой городской фестиваль, он так и называется, городской фестиваль джазовой музыки, осенний джаз, и вот в октябре мы каждый октябрь уже 3-й год, уже 2 мы сделали, в 24-25 году делаем. Будет ежегодно фестиваль. Тоже, да? Да, он как бы ежегодно считается, да. А вот тонг-джаз здесь, конечно, посложнее история, потому что здесь привоз, это всегда самолеты, всегда логистика. Траты это, да, конечно же, это и денег побольше. Не всякий гость согласится. И реклама, и реклама. Но на самом деле сейчас, в последние годы, согласны практически. Да? Многие, потому что им интересно. Им интересно. Как джаз живет здесь на севере, да? В минус 50 там, и так далее. То есть это такая... есть такой... Саксофоном на мамонте куда-то. Да, типа того. Расскажите про вот этот странный инсайт, когда был рекорд побит на хумусах, и это было связано с джазом. Я думаю, наши зрители сейчас поближе к экранам. Что? Да, первый рекорд Гиннесса в Якутии был поставлен именно на джазовом фестивале «Тонг-джаз». На каком именно, я сейчас точно... По-моему, на первом, 2006 год. 2006 год, наверное, да. Тогда приезжал Игорь Захаров, это рекордсмен Гиннесса, да, получается. И у него были уже связи с книгой рекордов Гиннесса, да, с этими организаторами. И, видимо, он через него... Сергей Васильевич Расторгуев решил поставить такой необычный рекорд. У нас же очень, до сих пор считается цирк одним из самых больших залов по вместимости, да, около 900 мест. Вот, и, по-моему, они там больше 400 хомусистов собрали в одном месте и сыграли вместе. Я бы хотел побывать на таком мероприятии, да, и прям услышать вместе 400 хомусов, да. Я там слышал, штук 10 вместе, да, вот 400, чтобы, да. Но мне еще, по-моему, да, этот рекорд был побит потом, да, в будущем, да. Но именно это была отправная точка для того, чтобы в Якутии начали делать эти рекорды Гиннесса. И интересно, что это было связано с джазом. Да, и пионер. И пионером опять-таки выступил джаз. Да? Но потом все это как бы забывают. И вот так вот во многих моментах, да,
на самом деле вот на радио у нас, да, когда радио только у нас открывалось, это в 30-е годы прошлого века, да, так как я вот на нашем радио 8 или 10 лет аккомпанировал, переиграл практически всю музыку в телерадиопередаче. Вот. Мне там рассказывали, то, что первая запись, которая вообще вышла в эфир на якутском радио, это как раз-таки состав был джазового оркестра. И снова пионеры. Без скромности мы можем сказать, что Егор отлично продвигает джаз, и я сам был на концерте, и потом немножечко поискал в интернете всякую информацию и понял, что если бы я не пошел на концерт и не стал бы углубляться, я бы и не узнал, насколько джаз жив в Якутске, в Якутии и на Дальнем Востоке. То есть вот после сегодняшнего интервью, я надеюсь, многие наши зрители, они пойдут искать, что послушать там из джаза в ближайшее время, что послушать из джаза из прошлых концертов, да. А вот откуда вообще, Егор, это вот взялось в тебе? Это связано с тем, что у тебя мама, я в одном из прошлых интервью слышал, посвятила свою жизнь музыке и преподаванию, или были какие-то другие события, люди в твоей жизни, которые подтолкнули тебя к этому музыкальному пути? Вообще у каждого музыканта, да, ну, такой очень индивидуальный путь, особенно у музыканта, который занимается джазовым искусством. Вот. Вообще у меня тут больше вопрос стоит не в том, что типа как я в музыку пришел, да, с этим вопросов нет. То есть в музыку я однозначно должен был прийти, как бы, то есть потому что я еще до рождения слушал фортепианную музыку, потому что мама преподаватель фортепиано. Тут вопрос, как, наверное, в том, что я вот в джаз именно, да, пришел, почему именно джаз и так далее, да. На самом деле у меня были моменты, когда я, ну не полностью, но бросал вообще музыкальное искусство, так скажем, да. Это уже после фортепианного класса, да? Да, после обучения в школе музыки, да? У заслуженной артистки России Юноны Михайловны Упхоловой. В подростковом периоде у меня были сложности с самим собой. Бунтарский с дух. Музыкой, да, бунтарский дух. Это, конечно, наверное, тоже одна из таких вот запчастей вот этого джазового механизма, наверное, да. Любого творческого человека, наверное. Да. Ну и любого творческого, да. Как бы я начал изучать другие инструменты, там, гитару, бас-гитару, ударные, да, и устроился на работу там звукооператором в своем белогорском клубе, культурном центре, вот, и там проводил, получается, кружок. Да, вел кружок, который, ну, в итоге мы потом отчетный концерт, слава богу, дали спустя там 2 года, да, вот, было, конечно, немножко тяжело, ну, в плане музыкальном, конечно. Вот. И то есть вот я начал изучать, как вообще устроено вот с инженерной точки зрения, да, типа звук, да, звукоинженерия там какая-то, да, то есть как это работает в связке с залом, как настраивать инструменты, как они звучат, как гитарист думает, мышление гитариста и мышление басиста. Эстрадное, то есть направление для меня стало очень интересно. В том числе продюсерские какие-то уже будущие, да, корни? Да, ну там совсем, конечно, такие на бытовом таком... Начало. Ну это начало, да. И потом, когда я переехал уже сюда, в Якутск в 2011 году, я поступил вообще на... И потом впоследствии окончил Северо-Восточный федеральный университет. Специальность у меня диплом инженерный. Образование у меня, то есть специальность называется инфокоммуникационные технологии систем связи. И дипломная работа у меня была, вопреки тому, что этого не было в программе обучения, да, как бы, да, мне разрешили, потому что там все равно инженерия как бы присутствует, сигналы там, и так далее, да, написать дипломную работу на тему проектирования студии звукозаписи. Ух ты! Вот, да, и я ее сдал отлично, там, и так далее, да, как бы даже меня представили к гранту, да, президентскому, и так далее. Вот. Ну, то есть, вот мне вот как-то более в техническую часть немножко потянуло, и в эстрадную, да, и потом меня вот именно в этом институте, там было фортепиано такое старое, я там вечером после пар сидел в спортзале, играл, и
меня заметил один из таких вот очень талантливейших режиссеров экспериментальных театров, да, Андрей Адамов. Да. Который, да, к сожалению, сейчас тоже его Хорошо был нет знаком с с нами. Андреем Это тоже, был, да. был очень мой близкий друг, да, с того вот момента, как я сидел, играл композицию «Посмертный ноктюрн» до диез минор Фредерика Шопена. И он услышал, как я говорю, ничего себе, ну, типа, парень играет, и такой подошел, типа, где ты так научился? Но он очень инициативно, активно, он мог подойти, да. Я ему, рассказал так как раз, давай с нами будешь писать музыку. Ну, давай, что, ну, то есть мне делать нечего, как бы, первый курс, да, первый практически месяц там. И, как бы, я стал его личным композитором для его экспериментальных спектаклей. Мы даже возили, у меня не было тогда ни синтезатора, ничего, возили старые вот эти фортепиано 300-килограммовые, заказывали грузчиков и в кафе приходили, то есть приезжали, то есть, и ставили такие большие сценки. А потом в итоге, из-за того, что у меня не было инструмента, мне надо было где-то заниматься, жизнь меня привела в цирк. И я познакомился с Андрианом Анатольевичем. Я там попросил позвонить, получается, там не было педали, есть же вот педали, да, у фортепиано, а там вот электронная такая педаль, ее не было. Я говорю, я без педали, ну, как бы неудобно играть, там, и так далее, там, ну, то есть, конечно, когда сольно ты играешь, когда в группе, можно без педали как бы играть. Вот, и позвонили Андриану, где педаль, спрашивают, он говорит, это кто там такой приехал, такой наглый, еще педаль. Педаль просит. Да, еще педаль, сейчас я скоро буду. И он пришел, мы с ним вместе тогда впервые сыграли, и все, и он меня потом... И он понял, что педаль нужна. Взял у меня номер, и через 2 месяца, для меня эти 2 месяца вообще были бесконечными, потому что я его знал, кто он такой, я еще в детстве ходил, когда в цирке выступал. Ну, то есть у нас там была, и сейчас она есть, как бы, елка главы, да. Тогда в 2007 или 2006 году Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, подарил Высшей школе музыки электронный рояль. Его привезли в цирк, и я на нем сыграл Шостаковича тогда. А до этого, получается, ну, это как бы программа «Елки главы» сама была, да, по-моему. По-моему, я точно не знаю, может быть, другое какое-то мероприятие было, да. Но там в самом начале, когда собираются зрители на манеже, на арене цирка, на балконе играл биг-бенд тот самый, да, и где Андриан был дирижером, руководителем. Они там так громко смеялись между композициями, потом начинали играть джаз. Я такой думаю, блин, когда-нибудь я буду там работать. И да, и это произошло там спустя буквально там 5 или 4 года. Спустя 5 лет. Вот, и, то есть я знал, с кем я играю. И потом мы начали делать джаз. Ну, не то, что даже делать, да. Для меня это, конечно, как будто бы все с нуля. Такое, ну, типа, совпадение, звезды совпали, вот так Андриан сам говорил об этом всем. И мы начали работать, и просто очень интенсивно. То есть мы там каждый день, там чуть ли там не везде в этом выступали, даже там в будни там назвали там фойе в Русском театре, а потом там на приеме там у главы, да, тогда президента, да, там потом мы на свадьбе у кого-то играем, на день рождения, потом там какие-то маленькие события, большие там на 500 человек, там в культурных центрах, в том же, ну, у себя в цирке, конечно, там постоянно это работа. И вот прямо нон-стопом это все пошло. Нас, как бы, по нашему примеру, там, это как бы старая такая кабацкая школа тоже была, да, как бы, но мы ее как бы начали так раскручивать, и потом появились другие группы, которые начали тоже так же выступать. Вот в той же, сейчас уже можно сказать, да, «Дикая утка» — это вообще такое знаковое место для Якутска. Да, мы там первыми выступали, да. Первыми выступали, потом там были группы «До завтра». Возможно, я даже несколько раз ходил и видел, слышал, но тогда внимания не было. Да, мы виделись где-то, и, скорее всего, там. Потому что живая музыка была, и такая очень душевная была. Да. И вот, и потом это начали видеть другой бизнес, да, ну, то есть другие рестораны, там, кафе, и начали к себе приглашать, то есть на постоянной основе. И вот так вот, ну, то есть начало это все расширяться, и больше свадьбы начали называть, там, и так далее. И это был такой нон-стоп, а потом мы начали уже работать, как бы, несмотря на то, что мы уже как бы в административном вот этом ресурсе, да, при
при оркестре цирка, да, и так далее. Просто у нас такая тоже во время там отпусков там, и так далее, да, мы через министерство мы полетели в Туву на международный, это в 2014 уже или 2015 году, в 2014, по-моему, мы уже полетели, получается, на международный фестиваль горлового пения Хэумей, да, первый тогда вот такой был международный, там вся Азия была просто. И мы там показывали вот совместно с Алисой Савиновой, сейчас она Долгунова, Алиса Долгунова, хомчистка, вот, показывали там якутскую национальную культуру в джазовой интерпретации. И всех покорили. Да, и нам там даже грамоты, там все вот эти дипломы там, то есть там трансляция была на миллионы там зрителей, да, ну Азия это огромный вообще пласт такой, скажем, культурный и вообще географический.